Друзья, я предлагаю в этой части выпуска поговорить о ситуации в Одессе, тем, как работает зерновой коридор и как обстоят дела с экспортом украинских товаров, в том числе и зерна, ну и вообще о ситуации в Одесской области, Украины в целом. И об этом мы будем говорить с нашим частым гостем, главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины Юрием Дмитриевичем Демченко. Господин Демченко, приветствую вас. Добрый день, Миназио, Заман Пайросов. Витаю, да, витаю, рад вас видеть, Да. господин Демчогло. Ну, в целом, наверное, вопрос уместен будет сейчас спросить, как Южная Бессарабия или Украинская Бессарабия пережила непогоду. И в основном Одесская область и Молдова, да, столкнулись с этой непогодой. И там, как и здесь, так и там пострадало очень много людей, я так понимаю. Да, действительно, как всегда, балканский циклон, он всегда приносит такую коварную погоду. При маленькой температуре, так как правило, балканский циклон всегда он при -1, -2, небольшой минус, и всегда дождь, переходящий в снег. Но обычно балканский циклон бывал попозже, но в этом году он рано, в конце ноября. И принес внезапную зиму и внезапную беду. Действительно, за одну ночь перекрылось практически все движение на юге Одесской области. И, как всегда, многие люди, видя прогноз, все равно рискнули выехать. И, к сожалению, что у нас, что в Молдове, заранее не прикрываются дороги, как это происходит там в Румынии, тоже соседи. Тот же самый циклон на одной и той же самой территории, но в Румынии перекрываются всегда сразу дороги, и никто не пропускается. А у нас начинают перекрываться, когда уже надо спасать людей. Ну да, это приводит к тому, что к чему приводит, согласен. Ну, действительно, очень много, особенно автобусов много пострадало, потому что сегодня из-за отсутствия авиаперевозок с Украины очень многие перешли межгосударственное сообщение, производится автобусами международными. И у нас, например, очень много автобусов застряло. Как раз между Рени, Джуджулешт и Измаилом. Очень много автобусов. Я знаю, что более 10 автобусов застряло, их притягивали. И плюс Дунайские порты работают, тоже пострадало чуть-чуть товарооборот. Дунайские порты, трасса Одесса-Рени практически на всем своем протяжении, вот маяк Паланки до Измаила вся была в заторах. Говоря о портах или портах, значит, дунайских, мы с вами часто говорили о том, как работает этот зерновой коридор. Кстати, как с этим дела обстоят сейчас? То есть улучшилась ситуация? Вы знаете, сейчас стало более спокойно в портах Рени, Кирия, Измаил, потому что до сих пор они были очень сильно перегружены, чересчур даже. Были большие очереди, пробки на трассе Одесса-Рени. Сейчас я буквально сегодня проезжал по трассе. Довольно-таки, уже, во-первых, благодаря дождю, прошедшему эту ночь, все, что не успели убрать, все потаяло, трасса свободная. И нагрузка на трассу Одесса-Рени, нагрузка на порты сейчас такая равномерная. То есть дунайские порты сегодня работают в таком очень хорошем, спокойном, дежурном своем режиме. То есть часть грузов ушло на Одессу, но многие грузы остались в дунайских портах, потому что та инфраструктура, которая была построена за время войны, за последние 2 года, многим клиентам понравилось работать в дунайских портах, потому что раньше мало кто сюда ездил, в эти порты, но сегодня клиенты привыкли. И вот такой малотоннажный флот, от 3 до 5 тысяч тонн суда, довольно-таки неплохо. И после открытия одесских портов Большой Одессы многие грузовладельцы оставили здесь часть объема груза. Да, объем упал. Он уже не такой, как, знаете, дунайские порты за месяц от 2 до 3 миллионов тонн грузооборота делают. Сегодня грузооборот остался примерно на уровне около 2 миллионов тонн. То есть работа всем есть, все нормально. Очередей многокилометровых по заезду только в порты нету,
что большой плюс. То есть раньше, чтобы заехать в порты и выгрузиться, надо было там день, два, три, до недели даже подождать. Были очереди. Сегодня в тот же день или максимум на следующий день ты выгружаешься. То есть это довольно такая стабильная, динамичная работа. Хорошо, а вот, вот эта вот ситуация, которая... Да-да, извините. Одновременно неплохой объем ушел на одесские порты. И плюс самое главное, одесские порты, этот новый зерновой, даже он неправильно его называть зерновым коридором, это, как называют его украинское правительство, он называется альтернативный морской коридор. Украинский морской коридор. Почему? Потому что не только зерно, благодаря открытию этого альтернативного коридора, сегодня не только зерновые грузы, а Украина опять начала экспортировать руду, металлопродукцию. Пошел импорт, чего не было 2 года в одесских портах, пошел импорт. То есть сода, соль, удобрения пошли в одесские порты. Хорошо, а вот Молдова получала товары, в том числе через Одесский порт. Это как-то есть потенциал возобновиться или нет? Молдова, да, абсолютно верно. Сегодня я думаю, что часть грузов пойдет через одесские порты. Но, к сожалению, пока не открыто. Молдова снова получала благодаря контейнерным терминалам одесским. К сожалению, пока контейнерные перевозки на порты Большой Одессы еще не возобновлены. Это следующий этап. Я знаю, что к этому идет подготовительная работа. И сегодняшняя тенденция работы одесских портов, он открылся 2 месяца назад для зерновых грузов. Последние 2 недели пошли импортные, то есть так называют портовики, это генеральные грузы. То есть грузы в бигбэгах, грузы там, металлопроката. И, соответственно, следующий этап, я думаю, что будут возобновлены контейнерные перевозки. Сегодня контейнерные перевозки идут также или через румынский порт Констанца, или через польские порты Гданьска. Хорошо, а можем ли... Да. Контейнерные пока перевозки не восстановлены в одесских портах. В том числе они идут через Дунайские порты, кстати. И на Измаил, на Рени стабильно ходят со Стамбула, из Констанции контейнерные фидеры через румынский канал Сулина. Хорошо, а вот есть ли возможность возобновить в полном объеме работу портов Большой Одессы в условиях войны и в условиях интенсивных боевых действий? Вот сегодня уже Украина показала, что она это может сделать. То есть военно-морские силы Украины, украинская армия показывает, что практически все обстрелы портов на процентов 90 все сбивается. Сегодня акватория западной части Черного моря под контролем, в том числе военно-морских сил Украины. То есть в западной части Черного моря российского военного флота практически не осталось. Это демилитаризация по-русски, да? Это так называется. Да, демилитаризация наоборот. Да, наоборот. Украина демилитаризировала. Ну, так получается, да. И я думаю, что и контейнерные перевозки, думаю, это дело ближайших месяцев. Дело в том, что вы знаете, что контейнерные перевозки в мире, они чуть монополизированы. 5-6 компаний во всем мире, там типа Майерска, CMA, Military Shipping Company, МШК, то есть около 5-6 компаний там контролируют весь рынок контейнерных перевозок. И это, как правило, большие контейнеровозы, там, они как бы пока с осторожностью, но я знаю, вот, например, пару компаний контейнеров уже присматриваются к тому, чтобы там с весны в следующем году восстановить контейнерные перевозки на порты Большой Одессы. Хорошо, вы сказали, что, в принципе, ЗСУ обеспечила определенную безопасность уже сейчас. 90%, более 90%, вы говорите, сбиваются всех ракет и шахедов, которые пускаются. Вот в этом контексте зима, как вы смотрите на идущую зиму, которая уже практически настала, и мы видим, что Россия не отказывается от обстрелов Украины теми же шахедами, теми же ракетами и так далее. С этой точки зрения Украина лучше готова к зиме? Конечно, по сравнению с прошлой зимой система противовоздушной обороны Украины намного выше. Не просто намного, а в разы выше. В разы выше. То есть, я вам скажу, что
в 2-3 раза лучше система ПВО настроена в Украине, и это первое. То есть, Ну, можно сказать, что в прошлом году ее начали отстраивать заново, так? объекты инфраструктуры, энергетической и прочей инфраструктуры, они под надежной защитой. То есть не как раньше практически 80-90% прилетало, то теперь 80-90% сбивается. Это первое. Второе, руководство Украины, руководство вооруженных сил Украины объявило, что в отличие от прошлой зимы, Украина будет отвечать. То есть если будут обстреливаться объекты критической инфраструктуры, энергетической инфраструктуры Украины, Украина будет то же самое делать по территории России. Симметрично. По ближним областям или вглубь территории тоже? Я не знаю, но, по крайней мере, мы видим, что сегодня украинские шахеды, если так можно это называть, достают и до Москвы. То есть до Смоленска, до Курска, Орловская область были прилеты. Дальность, в принципе, украинских аналогов таких дронов такая же, где-то до 1000 километров. Хорошо, а вот эта ситуация в Польше, на границе, господин Демчогло, как вы можете ее прокомментировать? Грузовики, вот это вот, затянувшаяся уже, можно сказать, такая, если ее можно сказать, противостояние Украины с Польшей, или есть здесь какое-то противостояние на политическом уровне? Что это такое вообще? На политическом уровне противостояния Украины с Польшей нет. Украина и Польша очень большие союзники. Российская агрессия объединила эти две страны. Сегодня у Польши очень большой союзник. Во-первых, Польша предоставляет и свои базы, и свои порты для Украины. Да, действительно страдают сегодня польские перевозчики. Украина это понимает. Но польские перевозчики, понимаете, это частный бизнес. Да, он пострадал, потому что там польские перевозчики ездили до последних месяцев буквально и в Россию, и особенно в Белоруссию. Потому что вы знаете, что в Евросоюз запрещен был въезд российских и белорусских фур. Соответственно, туда могли ездить только белорусские, только польские фуры. Кстати, и молдавские фуры ездят туда, когда запретили въезд российских и белорусских фур. Но сегодня закрыта граница, полностью закрыта граница между Белоруссией и Россией, кстати, и Польшей. Соответственно, эти перевозчики окончательно остались без работы, а очень много украинских перевозчиков возят грузы в польские порты. Из Украины? Из Украины. Из Украины, абсолютно верно. Соответственно, они берут, наверняка, и берут грузы и обратно из польских портов, обратно в Украину. И ценообразование у украинских компаний намного ниже, чем у польских компаний. Польские компании не могут конкурировать. Соответственно, они решились на такой шаг, что вот мы сейчас им заблокируем, чтобы они не ездили. Точнее, они никак. Они требуют от правительства Польши возобновить выдачу дозволов, разрешений, как раньше было, что каждая машина должна в Украине выдавалось там определенное количество разрешений на количество стран, там 5, я не помню, там 5, 10, 15 тысяч год. И украинские транспортные средства по этим дозволам, разрешениям бы заезжали в Польшу. Но Польша, член Евросоюза, решение о том, что было принято в начале войны, снять все ограничения на разрешительные системы для украинских перевозчиков. Это решение было принято транспортной комиссией, решением Евросоюза. Соответственно, это может отменить только Евросоюз. И оно, если будет отменено, оно будет отменено не только для Польши, для Словакии, для Венгрии, для Румынии, которые этого не требуют. Это изначально проигрышный шаг, но Польша, в отличие от России, Беларуси, демократическая страна. Это разрешение на забастовку было, на страйк, на забастовку было выдано местным советом, то есть региональным органам местного самоуправления. Я не помню, какая из областей Польши выдала это разрешение. Кто-то из местных советов областных Польши выдал это разрешение. То есть это не выдало разрешение на забастовку,
Сегодня вы хотите объявить там митинг или забастовку, вы идете в муниципалитет местный. Ну да. Местные власти, да. Да, местные власти выдают. Они выдали разрешение на эту забастовку, которое привело к блокированию. То есть Польша демократическая страна. Людям Воеводство, выдано- одно из воеводств, которое на границе с Украиной. Воеводство на границе с Да, Украиной. да. Но сегодня центральные власти Польши, я знаю, что пошли путем оспаривания этих решений, отмены решений местных властей. Я думаю, что забастовка или прекратится, или польские власти вынуждены будут действовать более жестко, потому что они нарушают, не могут пойти против решения Европейского Союза, так как они члены Европейского Союза, обязаны подчиняться решениям. И мало того, центральные власти сказали, что эти фирмы, власти Европейского Союза сказали, что эти фирмы будут наказаны. Они будут оштрафованы, люди будут оштрафованы. И даже если центральная власть Польши не решит этот вопрос, даже правительство Польши будет оштрафовано. Ну там сейчас тем более в Польше происходит такой переходный период, я так понимаю, будет сформировано новое правительство, потому что партия ПиС не получила большинство в парламенте, и, судя по всему, будет сформирована другая. Говорят, что новое правительство Польши этот вопрос однозначно решит. Хорошо, а в этом контексте, вернее, не в этом контексте, немножко переходя на другую тему, ситуация на поле боя, как там обстоят дела? Мы видим, Авдеевка часто звучит в сводках, поэтому и такое ощущение, что Авдеевка становится новым Бахмутом, ну, в плане интенсивности боевых действий и в плане потерь с российской стороны, там до 1000 человек в день они теряют, можно сказать, да, то есть как бы это такой новый Бахмут, ну, я не сравниваю эти два боя, потому что там воевал в основном ЧВК «Вагнер», да, здесь, значит, вооруженные силы Российской Федерации, но тем не менее, да, то есть это интенсивность боевых действий очень высокая там. Да, абсолютно верно. Во-первых, кстати, Авдеевка по протяженности фронта раза в 2-3 меньше. Там протяженность, если в Бахмуте она была, там, если я помню, более 50 километров протяженность фронта, то здесь она в 2-3 раза меньше, но количество войск значительно больше. Соответственно, потерь очень много. Если там под Бахмутом от 200 до 300 человек в день теряла российская армия, там, видите, там ЧВК, Вагнера, прочих, то сегодня действительно от 800 до 1000 человек каждый день. И очень множество, вот недавно и английские, там, и европейские, многие мониторинговые, там, самое главное, что очень большое количество, более 600 единиц техники, танков и БТРов потеряло. То такие потери никогда у российской армии не было с момента начала войны. То есть никогда за такое короткое время не было столько потерянной техники в артиллерии, кроме человеческих ресурсов. Но честно, я не понимаю действия руководства российской армии, руководства России. Вот что дало российскому народу или российскому государству взятие Бахмута? Ну, взяли Бахмут, но сегодня вокруг Бахмута также находятся украинские войска, вооруженные силы Украины, которые вышли в Бахмут, потому что там уже нечего было защищать. Ну, обезлюдили город. Вот, обезлюдили город. Что дало? Что стало в России лучше от того, что российская армия взяла Бахмут, кроме того, что там были похоронены там десятки тысяч людей, 11 тысяч человек. Да, но говорят, говорят, что Авдеевка самый укрепленный район в Украине сейчас, потому что Авдеевка укреплялась, там боевые действия шли еще с 2014 года, потому что да, там 7 километров до Донецка, насколько я понимаю. Как бы я там никогда не был, но там очень близко до Донецка. Это окружная Авдеевка, это фактически пригород Донецка. Да. Это как, например, там, не знаю, Одесса и Черноморск, даже еще ближе. Это как, я не знаю, пригород там, это ближе, чем Криково и Кишинев. Угу. Ну, то есть логика в чем, что вот если... Даст российскому народу, российской власти взятие Авдеевки. Очередное массовое убийство своих же граждан.
Или же разрушение полностью города, кстати, русскоязычного города, где там в основном говорили по-русски. Понимаете? Ну, честно, бессмысленное действие, вообще война изначально бессмысленная. Десятки, сотни тысяч российских солдат уже погибло. И чтобы взять один город, вот, Авдеевку, я не помню, уже третий или четвертый, 3 месяца точно пытаются взять. 3 месяца пытаются взять. За это время там продвинулись максимум на километр, потеряли сотни единиц техники, понимаете? Ладно с техникой, ладно, но людей, технику не жалко, но украинская армия так никогда бы не поступила, понимаете? Никогда. Ну, по Это примеру показывает, Запорожья мы видели. что Россия готова в жертву своим амбициям, непонятным, бессмысленным амбициям, положить десятки, а может быть еще и сотни тысяч своих граждан. Российский народ, я неужели этого не понимаю? Сотни, за что? В Авдеевку, за что в Бахмут? Вот что даст российскому гражданину взятие Авдеевки? Вот что ему даст? То есть стратегически на поле боя это ничего не изменит, так? Стратегически это ничего не изменит. Взятие Авдеевки, допустим, если возьмут. Не изменит, но российские граждане должны понять, что гибнут их родственники, их братья, сестры, что и российскому их руководству, их страны наплевать на них. Потому что в стратегическом плане это ничего не даст. Для граждан России и для всей Российской Федерации в целом. Юрий Ильич, спасибо большое, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо вам тоже.